Когда во всех школах звенят последние звонки, конец учебного года отмечают и выпускники Народного университета «Третий возраст». И несмотря на то, что всем здесь уже далеко за, на сцене, как и раньше, волнение. Отчетный концерт – возможность показать, чему научились участники за год. Хотя многие здесь с самого старта регионального проекта. Вот, к примеру, воспитанники школы Чиканчи. Уже опытные тэквондисты и на шпагат садятся, и доски разбивают с легкостью. А еще здесь танцуют вальс и восточные танцы, поют на английском и французском. Изучение языков, к слову, одно из самых популярных направлений. Главное, что знания применяют на практике. Эти супербабушки и дедушки начали путешествовать. Они путешествуют за пределами России. То есть, если раньше они некомфортно себя чувствовали, даже вот приобретение билетов или узнавали программы, куда ехать и так далее. Сейчас они собираются по 5-6 человек, разрабатывают свою программу путешествий, потому что они не конкретно в одно место ездят. Популярны здесь и различные ремесла – берестоплетение, лоскутное шитье и другие виды рукоделий. Причем ученики умудряются посещать сразу несколько уроков. Приняла участие на курсе берестоплетения и живописи. То есть я очень давно об этом мечтала и вот попала. И мне очень понравилось. Получилось так, что по графику у меня накладки не было, то есть у меня кроме субботы и воскресенья все дни были заняты. Пенсионерка Надежда Козлова освоила сухое валяние. Сейчас вот таких кошек делает всего за несколько дней. Игрушек из шерсти дарит друзьям и родным, а свои умения передает внучке. Говорит, и ей еще есть куда расти. Мечтает смастерить 3D-картины. Сейчас на пенсии, работаю на полдня всего, поэтому есть возможность ходить. И с удовольствием хожу, и нравится. И внучке нравится заниматься, поэтому вот еще плюс для нее, чтобы ей какие-то мастер-классы показать. Потому что летом все занято, вернее, никто уже не занимается, а детям хочется, интересуется. В следующем году проект будет называться по-другому. Изменится и сама концепция. В программе подключат инклюзию, а обучать будут представителей разных возрастов. Хотим разнообразить его как раз уже такой возрастной линейкой, где за одной партой сидит подросток, сидит зрелый человек 20, 30, 35 лет, а сидит человек предпенсионного возраста, человек сидит пенсионного возраста. Вот такого рода микс – это по сути такое общение разных поколений, по большому счету, что и происходит в семье. То есть мы с друг другом в семье, по сути, общаемся мало, да, закрываемся планшетами, делами какими-то, суматохой и так далее. Вот через этот проект мы показываем связь поколений, мы показываем, что любой человек, имеющий какой-то недуг, это достойный член общества. Он в состоянии дотянуться до всех тех благ, которые есть. Постоянных участников сегодня более 800 человек, и команда ждет новые лица. Проект «Третий возраст» продолжит свою работу в октябре. Здесь, говорят, 7 лет – это только дошкольный период. Таисия Жакова, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.